Здравствуйте, в эфире «Время региональных вестей». С вами Мадина Кураева и в начале главной темы выпуска. Движение первых. Вы обменяетесь опытом, поделитесь лучшими практиками. Завершился съезд Российской организации детей и молодежи. Участие в нем приняла и Чеченская республика. О том, как прошла встреча, расскажем в нашем эфире. Для творческого развития. Министр культуры региона Айшат Кадырова приняла участие в торжественном открытии Дома культуры в селении Майртоп. Подробнее в этом выпуске. Регулярная помощь. Региональный общественный фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова продолжает благотворительную акцию в республике. 25 проектных постановлений было принято на правительственном заседании Чеченской Республики. Его возглавил заместитель председателя правительства региона Султан Тагаев. Все законопроекты были приняты единогласно и направлены на улучшение жизни граждан субъекта и развитие социально-экономической сферы, в том числе утверждение региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций. Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики сформирован пообъектный и сводный план-график дегазификации по Чеченской Республике на период 2021-2023 годы. С учетом изложенного проектом постановления предлагается внесение изменений в части утверждения пообъектного и сводного плана-графика дегазификации по Чеченской Республике с соответствующими изменениями по тексту в региональной программе газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Чеченской Республики на 2020-2024 годы с перспективой до 30 года. В Министерстве автомобильных дорог Чеченской Республики прошел круглый стол, на котором подвели итоги мониторинга национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Организатором выступил региональный штаб Народного фронта субъекта, активисты которого ранее провели проверку участков дорог, вошедших в программу регионального проекта «Дорожная сеть». Целью мониторинга являлось визуальное обследование состояния улиц, осуществление общественного контроля за качеством работ и принятие участия в приеме объектов. Нами подведены итоги по завершении всех работ, намеченных в 2022 году. Это объекты регионального значения протяженностью 17 километров. Это 5 мостов, которые Министерством автомобильных дорог было реконструировано, капитально отремонтировано. И, конечно, Грозненская городской агломерация. Все эти объемы были выполнены вовремя, в срок. Да, конечно, были замечания в ходе проверок Народного фонда. Они устранялись. Депутат Государственной Думы Российской Федерации Адам Делимханов встретился с руководящим составом недавно сформированных подразделений, находящихся в зоне СВО. Чиновник заслушал доклады командиров о ситуации на передовой и достигнутых успехах. Они отметили, что по всем ответственным направлениям наблюдается существенное продвижение. Наши воины ведут наступательные действия, уничтожая оборонительные сооружения и технику противника. Адам Султанович поблагодарил бойцов за самоотверженный труд на благо Родины и всех соотечественников, которые поддерживали военнослужащих на передовой. Лардеш хылар, центаши куючу, билгилдяком дора, тактана кумын кувайлах тош болчу, кисмана тана хум алайт шула, шейтнашы үш, шейтнаш хылар центаши куят. Дар мола ха вая вешт дилан дол дихар, чак доқарду.
В селе Немаиртуп Курчилоевского района открыли Дом культуры. Здание возвели в рамках нацпроекта «Культура». Объект сможет принять не только учеников, желающих творчески развиваться, но и проводить концертные программы. В торжественной церемонии приняла участие министр культуры региона Айшат Кадырова. Слово Мии Тупелаговой. Весной текущего года было начато строительство нового Дома культуры в селе Маиртуп. Здание возведено в рамках нацпроекта «Культура», а уже сегодня учреждение официально открывает свои двери. Столь радостное событие разделила с сельчанами министр культуры региона Айшат Кадырова, которая является верным последователем пути первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова, и без устали трудится во благо республики, что отметил в своем выступлении и глава администрации Курчилоевского муниципального района Асламбек Ирасханов. С именем милостивого и милосердного произошло то, чего все очень ждали. Прочитав дуа и перерезав символическую красную ленту, гости направились вовнутрь, чтобы осмотреть здание. В кабинете хореографии малыши показали, чему успели научиться. В библиотеке, куда гости проследовали после, их также ждал творческий сюрприз. Все то, что в жизни происходит с нами, мы как-то странно делим пополам. Если радость, празднуем с друзьями, а с бедой приходим к матерям. Для подрастающего поколения особенно важно иметь возможность для реализации в культурной сфере, и теперь она у них есть. Педагоги также получили в руки инструмент реализации своего потенциала буквально у себя дома, в своем родном селе. Для плодотворной работы в учреждении созданы все условия. Хотелось бы поблагодарить нашего министра культуры Айшат Рамзановну за предоставленную возможность заниматься в таком прекрасном здании, потому что для нас это огромный подарок, и мы будем усердно работать, стараться. В целом вопрос сохранения культурных ценностей на особом контроле у всех членов семьи Кадыровых. Постоянно культура, внимание, еще федеральная программа, поддержка, внимание, Избя Курчилоевского района, масит Дом культуры, даден библиотек, шина, что культура иначе аж мусу направление, без баки, тидмаш поддержка его. Дом культуры для села имеет огромное значение не только в вопросе творческого и культурного развития. Это также площадка для проведения массовых мероприятий. Да и в целом красивое здание в самом центре населенного пункта преобразило его внешний облик. Амина Тупелагова, Сайтамин Мусаев, Руслан Магомадов. Вести, Чеченская Республика. Начальник департамента дошкольного образования мэрии города Грозного Хайдижат Кадырова приняла участие в ежегодной благотворительной акции «Дари добро». Руководитель вместе с сотрудниками ведомства приобрела новогодние игрушки. В этом году акция посвящена детям военнослужащих, участвующих в СВО. Все вырученные средства будут направлены им. С начала старта акции жители и высокопоставленные лица региона принимают в ней самое активное участие. Инициатором данного проекта является министр культуры Айшат Кадырова. Реализуется он несколько лет. За это время он принес немало радости малышам и оказал помощь многим нуждающимся семьям. В Москве завершился первый съезд Российского движения детей и молодежи. Участие в нем приняли представители из 89 регионов, среди них и Чеченская Республика. Программа события была обширной и длилась 2 дня. Подробнее расскажет Адам Магомедов. Перед началом торжественного закрытия форума движения детей и молодежи участники провели презентации своих регионов, показав особенности их культуры, богатую историю и всю красоту своей малой родины. На это у каждой команды было 3,5 минуты. Поддерживал команду из Чеченской Республики министр по физической культуре, спорту и молодежной политике субъекта Иса Ибрагимов. Ахмат Хаджи Кадыров особое значение придавал формированию духовно развитого, патриотического
профессионально подготовленного молодежного сообщества. На сегодняшний день насчитывается 21 действующих молодежных и детских объединений. В первом съезде Российского движения детей и молодежи приняли участие более 3000 человек. Всего за 2 дня ребята смогли не только хорошо провести время и лучше познакомиться друг с другом, но и узнать много нового. Участвовал на тренингах, мастер-классах разных площадок, начиная с такого трека, как «Добро и добровольчество», заканчивая треком «Спорт и ЗОЖ». И вот уже церемония закрытия. Еще с 18 ноября стоял вопрос о названии движения. Проводилось голосование в соцсетях. Всего предложено 5 различных вариантов. И вот, наконец, участники форума выбрали словосочетание «Движение первых». С таким историческим событием участников съезда поздравила заместитель председателя правительства России по вопросам социальной политики Татьяна Голикова. Через программы движения вы осуществляете контакт со своими преподавателями и с родителями. А это в жизни, поверьте мне, очень важно. И я очень надеюсь, что те ценности, которые вы для себя провозгласили, жизнь, достоинство, любовь, семья, взаимоуважение, историческая память и многое-многое другое, это не просто то, что вы называете ценностями, это у вас внутри. И я надеюсь, что именно такими вы и будете. Во всяком случае, мы считаем, что среди вас именно такие. Тут же на сцену вышел министр просвещения России Сергей Кравцов. Он вручил почетную награду и грамоту победителю в номинации «Больше, чем призвание», которым стал проект «Маршрут вдохновения. Город Москва». Спасибо большое за такую высокую оценку нашего проекта. В первую очередь я, конечно, хочу поблагодарить вас, ребята, те, кто был на маршруте вдохновения. Я знаю, что вы здесь. Спасибо вам огромное, и я надеюсь, что наш проект будет продолжаться, и все остальные тоже смогут с ним познакомиться. Завершилось мероприятие на положительной ноте. Собравшихся ждала яркая и насыщенная концертная программа с участием известных российских звезд и творческих коллективов. Адам Магомедов, Магомед Бараханов, Вести, Чеченская Республика. 7 тысяч кур и 21 тысяча буханок хлеба было роздано в рамках очередной благотворительной акции от регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова. Продукты питания получили жители Веденского района, их раздали малоимущим и нуждающимся семьям. خير ساعة نشبح عند ورشة لقي الوجدالة اشتوي دال هواي باتش حالها ورشة عالش ديشدو دال يهود أخا دال أوبل دين ساخي ليساخ. Аналогичную поддержку получили семьи в Шалинском районе. Продуктовые пакеты доставили в каждый дом. Стоит отметить, что это благодеяние имеет постоянный характер. Получатели поблагодарили президента фонда Аймани Кадырову за заботу, внимание, пожелали нашим бойцам, участвующим в СВО, победы и скорейшего возвращения домой. Тюнен Аймани везиндел, шашлил воч, има беркаттеш, вайдабхан кенчтир, ишюхгайчи тош могш берстента бердош. Аллах дал обул саю лхар. Такие события следите за вестями на официальных страницах, в социальных сетях и на платформе «Смотрим» телерадиокомпании «Война». Подписывайтесь. С вами была Мадина Кураева. До новых встреч в эфире.